Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу, как играть 100 крами. 100 крами это карточная игра с очками и комбинациями состава рами. Так что если вы умеете играть хотя бы одну игру рами, тогда вам станет легче 100 крами сложностей. Так что да. Не путайте, пожалуйста, эту игру с Джином Рами. Эти игры очень похожи. У них, можно сказать, одинаковый принцип, но некоторые правила отличаются, и поэтому это разные игры. Так что не путайте их, пожалуйста. Для игры нужна обычная колода из 52 карт, двойка тузов без джокеров. Старшинство карт это туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король. То есть туз самая младшая карта, а король самая старшая. Количество игроков тут 2, 3, 4, 5 или 6. Цель игры получить наибольшее количество очков. Раздача. Каждый игрок получает 6 карт, если играет 5 или 6 игроков. 7 карт, если играет 3 или 4 игрока. Или 10, если играет 2 игрока, как тут, одной карты за раз. Потом остаток колоды вместе с самой высшей картой располагается в середине. Потом раздача завершается, начинается розыгрыш. Начиная с игрока слева с дачи, как каждый ход, это взятие высшей карты остатка стопки сброса, то есть вот это, или остатка колоды. И сброс одной из своих карт в стопку сброса. Присутствует два типа комбинаций. Сеты, также известные как группы, и секвенции. Сет это 3 или 4 карты одного ранга. Секвенция это последовательность карт, последовательность как минимум 3 карт, идущих ровно по старшинству, например, туз, двойка, тройка, четверка, пятерка и так далее до короля. Сюда. И это. И это. Если остаток колоды заканчивается, тогда стопку сброса надо перевернуть. Перевернуть, чтобы создать новый остаток колоды и потом создать новую стопку сброса. Раунд вместе с розыгрышем идет до тех пор, пока не появляется стук. Можно объявить стук в любой момент раунда. И нет. Потом владелец стука показывает, он, располагает все свои карты группами не в комбинациях и в комбинациях. Сюда. Потом начинается подсчет очков. Так, тут уже довольно, не очень легко, хоть это довольно простая математика. Я попытаюсь вам понятно объяснить. Итак, стоимость карт в очках. Тузы дают 1 очко, то есть наименьшее количество. Карты от двойки до десятки дают очки по номиналу. Например, двойка дает 2 очка, тройка дает 3 очка и так до десятки.
Валеты, дамы и короли дают 10 очков, то есть наибольшее количество с десяткой. Эти очки каждый противник, все противники владельца стука. А владелец стука, он еще является победителем, но это не всегда, потом я об этом вам расскажу. Они получают очки за каждую карту не в комбинациях. И все эти очки, они вычитаются наименьшим количеством очков, полученным в раунде. И считается каждое количество, кроме наименьшего. Это сюда. И полученные числа, они прибавляются, и получается число, которое является итоговым количеством очков победителя раунда. И каждый противник, он вычитаемые очки получает себе в минус. Сюда. И если победитель раунда имеет 0 карт не в комбинациях после своего стука, тогда он помимо обычного подсчета получает 25 бонусных очков за каждого противника. Если игрок постучал, но противник имеет меньше карт не в комбинациях, тот противник помимо обычного подсчета очков получает плюс 10 очков от владельца стука. Ты сюда. И это. Если у как минимум двух игроков является одинаковым количество карт не в комбинациях, то тогда очки разделяются для этих игроков. Только для этих. Ташуда. А помимо них подсчет идет как обычно. Ташуда. По обычному. Итак, ну и последний нюанс в подсчете очков. Короче, если владелец стука и один противник имеет одинаковое количество карт не в комбинациях, тогда противник помимо обычного подсчета очков, он получает очки в обычном подсчете, но владелец стука, его очки, они не меняются. То есть остаются одинаковыми. Сюда. Потом подсчет очков завершается и начинается с раздачи следующий раунд. Партия идет до определенного количества раундов. В последнем раунде владелец наибольшего количества очков выигрывает. Каждый противник того игрока проигрывает. Сюда. Итак, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы поняли, как играть с тукрами. И так мне больше нечего сказать. Я на этом завершаю видео. Так что всем пока.